Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Сегодня мы находимся в гостях у многодетной мамы, замечательной хозяйки Светланы Чуркаевой. Светлана у нас, как и любая, наверное, хозяйка, мама, очень любит готовить, делает это очень красиво. Если зайти на ее страничку в Инстаграм, то можно в этом убедиться. Помимо этого, Светлана очень любит шить, занимается редизайном мебели и обустройством квартиры. Свою квартиру она полностью вместе с мужем сами, сделали ремонт, украшали, что-то делали для нее. Но сегодня во время разговора мы, собственно, об этом постепенно будем разговаривать. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Сегодня мы решили показать нашим телезрителям, как сшить куклу Тильда, да? Очень популярная кукла, причем во всем мире. Вот почему вы остановились именно на этом? Ну вот данная кукла, она популярна на самом деле с 99-го года. Ее придумала норвежский дизайнер Тони Финангер, если я правильно говорю. Когда мы переехали в 2014 году, я наконец-то зарегистрировалась в Инстаграм и увидела, что очень много девушек в Якутске занимаются рукоделием. И на самом деле я тоже в свободное время любила шить и подумала, почему бы мне тоже не попробовать шить игрушки на продажу. Шила котиков, сшила улитку для своих детей, да, но котиков я распродала, один котик остался. Где-то должен быть. Вот. А на самом деле вот такую куклу я шила, когда родился мой первый сын, старший сын. Ну, для общего развития, чтобы он не только машинками играл, да, я шила ему вот такую куклу. А также шила инопланетянина, но инопланетянин ему понравился больше. Вот. А эту куклу, получается, он забросил. И спустя несколько лет, в 2018 году, у меня родилась дочка, а у сестры родилась племянница. И вот она нашла эту куклу и стала с ней вообще играть, не расстается. Если это эссех, то она берет с собой на эссех. Если это магазин, то она едет вместе с куклой. И вот она меня очень вдохновила, и я решила опять возобновить это шитье и шила для нее на день рождения куклу. Вот. И решила шить также дочери. Вот эта кукла дочери шита. И одну куклу я шила на продажу, предложила, вдруг кому понравится, да. И ее у меня купили, также девочка очень обрадовалась. Вот. Ну и сейчас мы, собственно, будем, да, вот у нас уже есть основа, да, заготовка. Заготовочка. Кукла состоит из тела, руки, ноги, голова. Ну, это моя собственная выкройка. В интернете очень много всяких разных выкроек, но это я прямо из головы взяла и прям вручную, как. Сами на глаз? Да, сама на глаз сделала выкройку, как мне нравится. Вот. Платьишко уже заготовила, и сегодня мы пришьем лямочки. Вот. Ну, всем рекомендую, у кого есть дочери, племянницы, шейте, они очень любят. И моя дочка прям не расстается. Даже когда в тот раз у нас случилось ЧП, я решила постирать куклу, у меня волосы превратились в дреды. И пришлось отрезать, но все равно она даже в лысом виде она хотела с собой взять в садик. Да, и, кстати, очень удобно, да, с ней можно и спать, и таскать ее, если еще натуральные материалы. Да, ну, есть такое, что у этой куклы нет носа и рта, да, получается, для чего? Для того, чтобы она перенимала настроение хозяина. Если она грустит, то она тоже грустит, если радуется, то она тоже радуется. Вот, ну, типа. Психология, да, да, такая тоже скрыта. Такая. Ну что ж, давайте приступим, да? Ну, давайте приступим. Предлагаю не откладывать дело. Будем пришивать лямки, да? Да, лямки пришьем. Все вручную делается, кукла шьется. На самом деле очень трудоемкая эта работа. Я одну куклу шью, допустим, вечером в 7 начинаю и не заканчиваю. И на завтра продолжаю там декор, дошиваю, волосы делаю. Все вручной труд. Так. Ну, расскажите нам немного о себе. Вы все равно ведь получали какое-то образование, когда-то работали, да? Да. Я когда-то работала. Я работала, да. Это было, значит, в 2006 году я закончила филологический факультет Якутского государственного университета. И упасть. И работала в школе. Потом
меня родилось подряд почти 2 детей младших. И вот с ними я сижу. С 14 года не работаю, и вот себя занимаю всем, чем можно. Да, шью, ну вот квартиру обустраиваем и так далее. И хотела бы передать привет, можно, да? Конечно. Ага, хочу передать привет своим бывшим коллегам. Первая школа города Люкминска. Всех помню. И также передаю привет всем своим родственникам. Они также проживают в Лёхме, в Якутске, в Анабаре проживают, в Питере проживают. Если вы меня видите, привет. Здорово. Они, я думаю, обязательно посмотрят, потому что наши передачи выходят и на Ютубе, да. Потом сможете им переслать, и я думаю, они очень порадуются за вас. У нас от волнения не попадает нитка в иголку, но ничего страшного. Думаю, со всеми это случается. Как будто первый раз я взяла. Давайте я попробую. Так. Очень. Помогите. Момент. Волнительный. Я попала. Спасибо. От волнения руки дрожат. Не каждый день телевидение приходит. Да, это нормально. Вот. Ну, я работала в школе, получается, и с тех пор я не сижу дома просто, да, сложа руки. Мы переехали сюда в 2014 году, и я работала репетитором, подрабатывала, пекла тортики одно время, так, что еще, ну, игрушки шью, еще риэлтором работала. Успели. Да, успела. Всё, много. Да, много чего, да, жизнь у меня не стоит на месте. Вот, ну, пытаюсь вот как-то и заработать, да, и чтобы не скучно было. Я не могу просто так сидеть. А что-то еще, может быть, чем-то еще планируете заняться? Есть в планах? Ну вот, моему ребенку младшему исполнилось 3 года, и вот она наконец-то пошла в детский сад, и планирую наконец-то заняться своей жизнью, когда она окрепнет. Буду искать работу, вот, думаю, чем мне заняться. Может, в школу пойду, не знаю. Может, и творчеством? Да, ну вот в этом году я решила пока искать себя, ну уже конец года, да. И со следующего года уже буду воплощать все свои профессиональные навыки, буду искать себя. Ну и дело в том, что у мужа очень ответственная работа. Дело в том, что я вот постоянно, можно сказать, с детьми одна нахожусь. И поэтому их и кормлю, и развлекаю. В основном практически одна. Светлана, ну мы знаем, что в одно время вы шили эко-сумки, да? Да. Вот как раз у нас наглядный примерчик есть, да? Красивая очень сумочка. Тоже шили в массы, да, как говорится. Ну, получилось так, что в массы. Дело в том, что вот в прошлом году был просто карантин. В школе объявили карантин, и все мы сидели дома, получается. И дети, по-моему, болели и так далее. И я просто для себя решила шить эко-сумку, потому что я за экологию немножко так, да. Я хочу, чтобы было меньше пластика в мире и так далее. И решила начать с себя. Потому что, ну, когда ходишь в магазин, ты постоянно берешь пакеты, ты дома пакет с пакетами и так далее. Чтобы это уменьшить, я решила шить сумку. И когда я шила, ко мне подошел старший сын и говорит: что ты делаешь? Я шью. И он как будто у него есть желание. Ты хочешь попробовать? Да, очень заинтересовался. Я говорю: хочешь попробовать? Он говорит: да, давай попробуем. И таким образом мы отшили сумки, несколько штук, 5-6 штук, и решили продать. Ну, и он заработает, и я заработаю, да. Решили продать в группе родственников в WhatsApp. Отправили, и эти сумки у нас махом раскупили. И в то время И пошли, наверное, по другим группам в WhatsApp, да? Да, ну вот так, народная молва, да. И еще к тому, что моя сестра работала в то время корреспондентом в газете и говорит: давайте мы о вас напишем. И попросила, чтобы мы небольшое интервью в текстовом варианте отправили. То есть мы и отправили, и как только эта новость появилась в интернете, все паблики подхватили, и мы на завтра буквально проснулись знаменитыми. И на наш инстаграм-аккаунт подписалось больше 1000 людей. И вот, ну, как раз был канун 8 марта, и были заказы, поступили заказы. Актуально это
писали в какой-то российской газете? Да, ну да, стали Узнали. выходить на нас. Мгм. Во-первых, ну, заказы стали поступать с Москвы, с Калининграда, да, не только мы в пределах Мгм. Якутии шили, да, продавали. И к нам обратилась корреспондент газеты «Московский комсомолец», по-моему. Да, мы ей тоже ответили на ее вопросы, и, по-моему, в онлайн-варианте вышло Мгм. интервью, Мгм. по-моему. Мгм. А сейчас сын как-то помогает? Что, Ну, сын, осталось Он интерес? уже в этом году уже подросток, уже 14 лет, паспорт получает. И он как-то уже отошел от этой Интересы темы. поменялись. Да, у интересы подростка, поменялись, да, Всё-таки, конечно. Ага. наверное. Если в прошлом году он был совсем маленький, можно сказать, Мгм. ребенок, да, мальчик, а нынче он уже подросток. Так что я его, если не хочет, то не Мгм. хочет. Если хотел в прошлом году, заставляем, да, да? если в прошлом году он хотел, то я вот попросила, Мгм. чтобы он помог. Вот, ну вот Так, платье лямки мы у нас пришили. готовы. Мгм. Такая вот красота Да, получилась. почти что уже готово. И Мгм. сейчас будем делать Волосы. волосы. Вот, Катя, я хочу, чтобы Самое вы интересное. выбрали. Давайте. Мгм. Ну, поскольку у нас серенькие уже есть, может быть, Мгм. попробуем Рыжую, да? Рыженькие. Мгм, да. Ага, давайте. Так, ну волосы делаются Мгм. тоже легко. Значит, вот так вот делаю. Несколько Мгм. оборотов. Можете придержать тоже, помочь. Так, ну, в прошлом году мы переехали в данную квартиру. Мгм. Нас трое. До этого жили в двухкомнатной квартире. Нам стало места мало. Мгм. И тем более дети разнополые, и решили купить вот эту данную квартиру. Так, у вас? Четырехкомнатная. 4 комнаты. Да, 4 Ага. комнаты. И въехали в незавершенный ремонт. Мгм. И до сих пор продолжаем делать. Мгм. Мгм. Ну, это, по-моему, у всех так, да? Ага. Ремонт, бесконечный ремонт, как Да. говорится. Мгм. Ага. И, ну, это ведь здорово. Постепенно вносишь, привносишь. Ну да, какую-то по мере свою- вдохновения да. делаем, по мере необходимости. И причем не надо спешить, потому что квартира твоя, Мгм, да, ты мгм. уверен, что здесь проживешь ну, до конца, да, Ну, долгое время. ну, на самом деле, это уже у нас четвертая недвижимость. Мгм. Вначале мы... То есть может и поменяться. Да, конечно, это квартира. Тем более я работала Мгм. риэлтором. В этом вообще проблемы не вижу. Продать, перепродать, купить что-то новое, переехать и так далее. Мы уже в 4-й раз переезжаем. Мгм. Мгм. Вот. Ну, стараемся жить легко, хотя, конечно, устали собирать свои все вещи, да, при Мгм. переездах. Сначала мы переехали из Алёпинского улуса сюда, Мгм. мужа перевели по работе, а потом с однокомнатной переехали в двухкомнатную, и когда стало уже нас больше, переехали в эту квартиру. Мгм. Мгм. Возможно, станет вас и еще больше. Ой, надеюсь, на этом уже закончим, потому что Ага. ну, уже пора думать о себе, Мгм. о своей карьере, о своей жизни. Детей надо поднимать, Мгм. обучать всех. Вот. И волосики мы пришиваем Да, по прямой волосы, линии, да, Мгм. да, можно пришить Мгм. прямой, а тут немножко другой метод. Мгм. Там надо использовать машинку, поэтому пока так можно пришить. Мгм. Мгм. Так, и в этой квартире мы делаем ремонт до сих пор. Вот эту стену, например, я сама покрасила. Ага. Покрасила серой краской и сверху нанесла Такое специальную, серебро. да, серебристую краску. Мгм. И кто к нам приходит, думает, что это обои, на самом деле это краска. Да, похоже на обои. Мгм. Мгм. Ну и красоту мы видим сзади. Вы еще и макраме занимаетесь, да? Ну, я вообще в жизни не занималась макраме. Мгм. Ну, раньше были кружки в школе и так далее, но я не посещала ни разу. Ну вот тут решила заказать. В Инстаграме есть страничка, Кустук называется, немножко рекламу сделал. И они отправляют мастер-класс онлайн и материалы отправляют. Ага, очень легко. И по нему И возможно понятно. самим все сделать, да? Да, и по нему можно сделать. Ну, сейчас все доступно. Было бы желание, можно. Действительно, сейчас все доступно. Мгм. Мгм. Что касается мебели, вот вы сказали шкаф, вот этот замечательный, вы тоже его покрасили сами. Да. Дело в том, что почему-то у меня есть любовь к раритету, Ага. к Он старым старинный, вещам. да? Да, он очень Мгм. старинный. Мы купили у мужчины, Мгм. и он говорит, что из детства его помнит. А на самом деле этому человеку где-то 50 лет, наверное. Ух ты. Этому шкафу Мгм. тогда, получается, очень-очень много лет.
Он был рыжий, но я решила его покрасить. Такой цвет. Почему-то мне захотелось. Такой очень модный такой оттенок. Да, темный. И когда мы его купили, и в квартире как будто появилась история. Здорово. Да, и также на кухне стоит буфет, также я его покрасила. Вот примерно так это пришивается. Пришили волосики. И сейчас самое интересное будем заплетать. Ага. Любимое занятие, наверное, всех девочек, девушек. Так. Вот теперь вот посередине Отрезаем, отрезаем, отрежем. Ну, волосики можно любой длины, наверное, сделать, Да, да? ну, Кто как хочет. девочка может сама. Можно обрезать, можно так оставить. Можете с этой стороны. Давайте. Ну, немножко скудновато получилось, но волос. Как есть, да? Не всем дано иметь шикарные шевелюры. Да. Ага. А вот сзади тоже мы видим шкаф. Сказали, что его сами собирали тоже, да? Ага, ну, у нас, конечно же, прям как бюджет, готовый. конечно, был не резиновый, да, не бездонный, поэтому мы думали, как нам сэкономить, ну и чтобы ремонт был достойный. И по размерам заказали самостоятельно шкаф. Они нам его изготовили за 2 недели где-то, и муж самостоятельно собрал. Также таким же образом мы собрали кухонный гарнитур и шкаф в прихожей комнате. И за всю эту мебель мы заплатили всего лишь 100 000 рублей. Да, если бы мы обратились... А так обошлось бы? Обошлось бы, наверное, кухонный обошелся бы не менее чем 200 000, а шкафы, наверное, где-то около, выходили бы по 40, может быть, по 60 тысяч. Да. Вышло. И вот советую тем, кто думает, уже обратиться в мебельные компании, их, слава богу, сейчас много, и по своим размерам заказать, и если у вас есть возможность и время, собрать самостоятельно. Вот. А также вот помимо перекраски, вот сделала кухонный гарнитур дочке, кухню сделала вот из старой тумбы. А, тоже сами? Да, самостоятельно покрасили, полочку сделали. Ну, для дочки, чтобы она играла. Ну, буквально из бросового материала, можно сказать. Вот, лишнее. А так, сколько вашим деткам? Вот старший подросток, вы сказали, да? Старшему 14 лет, среднему будет 7 лет, садик ходит, и младшей исполнилось только 3 года. Доченька, да? Да, родилась? дочки. Вот, и скоро Новый год, так что можем что-то вот внести такое. что-то новогоднее, да? Да, новогоднее можем внести. На платьишко, да? Да, можно пришить, таким образом декорировать. У вас семья, можно сказать, большая, да? Как любите проводить время? Вот скоро Новый год. Какая-то, может, традиция у вас есть новогодняя, семейная? Ну, Новый год мы любим справлять дома. Если есть возможность, то выезжаем в деревню к своим родственникам. Там у нас бабушки, дедушка. Вот. Ну, выходные любим проводить активно. Обязательно выходим куда-нибудь, ездим на природу, если тепло. Ну, центры у нас всякие разные не работают, да. Ходим в гости. Вот так проводим время. Пытаемся детей развлечь, конечно. Как можно, так и как получается, так и развлекаем. Как я уже сказала, в Инстаграме вы также публикуете какие-то рецепты, да? Все равно что-то готовите интересненько, как-то вот подача у вас очень красивая, да? Что больше всего любите готовить? Что любят ваши домочадцы больше всего? Ну, любят выпечку, конечно, пирожки обязательно по выходным. Стараюсь печь, жарить. Мясные блюда любят. Так, ну я стараюсь не одна готовить, а привлекать всю семью. Старший сын очень активно готовит тоже. Не проблема сварить ни первое, ни второе, ни даже выпечку он делает, печет. Вот. Ну, старший у вас такой помощник уже. Да, наверное, он, конечно, да? полноценный помощник. Ну, я, конечно, его особо не запрягаю, потому что тоже ребенок же устает. Вот. Ну, по мере возможностей и сил он помогает.
Мгм. Младшие тоже привлекаются, кто-то может нарезать салат, кто-то может убрать со стола и так далее. Вот. А вот заказы к вам часто поступают? Ну, все зависит от рекламы. Если ты будешь рекламироваться, то заказы, я думаю, будут. Ага. Ну, насчет сумок уже бум где-то поубавился, мода, да, на сумки. Ну, сейчас в этом году, допустим, были заказы на 8 марта. Мы отшили сумки, около 20 штук. Сын помогал к тому времени. Вот, ездил на выставку, стоял. Ну, такой, я думаю, что опыт такой ему в жизни пригодится. Конечно. И шить, и готовить, и продавать. Я думаю, что человек должен иметь все. Придерживаясь принципа своего папы, он всегда говорит, что человек должен иметь все. Да, не Думаю, пропадет. что, да, хочу, чтобы он умел все, чтобы не стоял, не боялся, потому что мы планируем его отправить куда-нибудь в город другой на обучение, скоро уже поступать. 9 класс близко, 11 класс близко, поэтому я хочу, чтобы он был самостоятельный, чтобы не пасовал ни перед какими трудностями. Вот. Ну и младших также буду привлекать ко всем делам квартирным. Будь то уборка, готовка. Вот такого стиля воспитания придерживаюсь. Чтобы они не делили, что вот это женское, а вот это мужское. Чтобы За все хватались, все могли сделать. Чтобы ничего не боялись. Вот у нас примеры, да, ваших поделок, так скажем, да, на столе. Это сумочки, куколку, которую мы, собственно, шьем, да, носочки новогодние, кстати, наверное, будете развешивать скоро. У нас в двухкомнатной квартире был камин, и вот я шила каждому по носочку. Туда сладости. Да, туда сладости, подарки небольшие можно положить. Да, это легко шьется на самом деле. Но я не скажу, что я прям швея, я все умею и так далее. С детства я любила шить, потому что видела, как бабушка шьет, видела, как мама шьет, и мне всегда хотелось что-то своими руками делать. Я не... для себя, да? Для себя. Для семьи. Что-то сестрам немножко там, что-то штопала, ремонтировала, небольшое что-то шила. Пробовала вязать, что еще делала? Детям шила свитшоты. Костюмы новогодние шила, вот как раз из остатков шила носочки. Ну, стараюсь я почему-то руками все делать. Легче, конечно, купить, но почему-то мне охота шить, и чтобы... Они очень радуются, кстати. Если я им что-то шью, они прям счастливы, вообще с гордостью и играют, и носят. Да. Всегда интересно, как вот найти время на все. Ну, во-первых, надо, наверное, сидеть в декрете. Уходите в декрет, да? Ну и чтобы не было тоскливо, вот этим занимаюсь всем. И что еще? Хочу обрадовать своих близких. Они очень радуются, когда я что-то шью, когда у меня что-то получается. Вот, наверное, поэтому. И вдохновение плюс у меня. Куколка наша красавица готова. С новогодним таким мотивом, да? Светлана, спасибо вам огромное, что пригласили нас в гости, что рассказали про себя. Желаю вам успехов дальнейших, творческих идей, вдохновения, как вы сказали, да? А на этом, уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Всего доброго!